Это актуальное интервью. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 25 лет со дня образования отмечает сегодня акционерное общество «Аэропорт Якутск». 27 октября 1997 года постановлением правительства Якутии путем ликвидации национальной авиакомпании «Саха-Авиа» образовано государственное унитарное предприятие «Аэропорт Якутск». С какими показателями главная воздушная гавань республики встречает круглую дату? Узнаем у директора по производству акционерного общества «Аэропорт Якутск» Александра Тертыченко. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала поздравляем вас с юбилеем. Сегодня акционерному обществу «Аэропорт Якутск» исполняется 25 лет. Расскажите коротко для наших телезрителей, чем занимается аэропорт, ну и, может быть, отличие от авиакомпаний. Аэропорт занимается тем, чтобы у авиакомпаний не было проблем со взлетом и посадкой. То есть все, что вы видите на земле, ну почти все, это и есть аэропорт. Это взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перрон, аэровокзал, который вы все знаете, грузовой терминал, здание гостиницы, в котором ожидают рейсов задержанные, вылеты задержанных, пассажиры задержанных рейсов. В общем, практически все, с чем вы сталкиваетесь, когда прилетаете или вылетаете из аэропорта Якутска. Может быть, немножко расскажете об истории о компании вашего предприятия именно. Потому что сам-то аэропорт у нас появился еще в прошлом веке. Совершенно верно. В этом году многие аэропорты отмечают круглые даты. Так, например, Пулково отмечало 90 лет. Мы сейчас отмечаем, скажем так, дату новейшей истории аэропорта. Дело в том, что в 1997 году аэропорт образовался как самостоятельное предприятие. Эта модель практически во всем мире распространена, когда авиакомпании отдельно, а аэропорты отдельно. Это разные бизнесы, у них совершенно разная бизнес-модель, поэтому общепринято, что аэропорт – это сущность отдельная от авиакомпании. А раньше, как вы знаете, в советские годы существовали объединенные авиаотряды, когда и авиакомпания, и аэропорт находились в составе одного предприятия. Вот в 1997 году мы пришли к общепринятой модели и стали самостоятельным предприятием, как аэропорт. Вот об этой дате идет речь. Но если сравнить 1997 и 2022 год, то что изменилось за эти 25 лет? Достаточно много. Вот смотрите, в 1996 году был построен наш достаточно современный терминал на тот момент. Это тот терминал, который мы сейчас видим и используем в качестве международного. Вот буквально недавно ему исполнилось 20 лет, в этом году 24 года. И если отсчитывать от этого момента, то изменения, конечно, разительные. В 2012 году был построен новый российский терминал, который мы все знаем, который вот как раз не так давно обрел имя Платона Аюнского. Мы сделали там внутренний ребрендинг, установили портрет нашего знаменитого земляка, писателя. Что еще? Идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Это проект достаточно долгий, он разделен на несколько очередей строительства, на несколько этапов. В следующем году опять будет достаточно ответственный этап, когда взлетно-посадочная полоса претерпит временное укорочение, что у нас уже было. В 2021 году теперь другой участок вступает в работу. Мы возвели новое здание авторемонтных мастерских, потому что в аэропорту более 200 единиц автомобильной техники. Это круглосуточно действующее практически автотранспортное предприятие, за техникой нужен уход. Мы перенесли здание грузового терминала. Оно раньше располагалось в районе Пассажирского, сейчас мы объединили грузовые терминалы на прилет и на вылет. А как вы знаете, мы один из крупнейших аэропортов по авиаперевозке грузов. Например, мы по объемам авиаперевозки грузов превышаем объемы, например, того же аэропорта Казань, который намного больше. Понятно, там у них своя транспортная схема, есть река, железная дорога, автомобильные дороги. Для нас авиаперевозка грузов почти безальтернативный способ, поэтому у нас такие объемы. Мы большое внимание уделяем развитию как раз грузоперевозок авиационных. И в этом
В этом направлении у нас серьезный объем, это надо сразу сказать. Что еще? Мы привокзальную площадь, приурочив к столетию знаменитого нашего земляка, подвижника авиационной отрасли Валерия Ильича Кузьмина, попросили переименовать в площадь имени Валерия Кузьмина. Так вот из крупного, пожалуй, вот это. Да, в 2013 году мы отстроили очень современный цех бортового питания. Как вы знаете, у нас достаточно много рейсов длительных, на которых необходимо пассажирам предоставлять горячее питание. И вот наш современный цех, сертифицированный по ХАСП, это сертификация как раз безопасности пищевого производства, успешно работает уже много лет. Тоже построенный Немного поговорим подробнее о событиях последних лет. Как сказалось на пассажиропотоке реконструкция взлетно-посадочной полосы и пандемия? Мы сделали все совместно с авиакомпаниями, с Минтрансом республики, с федеральными властями, чтобы реконструкция не прекращала авиаперевозки. Это практически как операция на открытом сердце. То есть полоса реконструируется, но при этом принимает и выпускает самолеты. Это действительно сложные инженерные решения, сложные организационные решения. Где-то нужно закрыть, технику отогнать, самолет принять, опять всех вернуть. Это непростой этап, он не может поэтому очень быстро закончиться, потому что мы не прекращаем свою операционную деятельность. Аэропорт работает круглосуточно, несмотря ни на какие реконструкции. Но, конечно, здесь сложности были. Да? У нас был период, когда мы не могли принимать тяжелые воздушные суда, и для того, чтобы отправить 300 человек, скажем, в Москву или в Новосибирск, нам приходилось обслуживать 5 рейсов более мелких воздушных судов. Так авиакомпания «Сибирь» заходила к нам с воздушными судами Embraer 170, а обслужить 5 маленьких самолетов — это не то, что один. То есть здесь нужно и больше техники, больше людей, больше скорость работы. В общем, мы постарались сделать так, чтобы пассажиры этого не заметили. Как получилось, я думаю, достаточно неплохо получилось. Что касается пандемии, да, конечно, объемы перевозок упали, но поскольку у нас не было столь большой доли международных перевозок, как в больших аэропортах, мы не так и пострадали от этого. Вот если мы посмотрим другие аэропорты, где людей отправляли вынужденный, простой, они получали там 40-50% заработной платы, сокращали людей, у нас такого вообще не было. Благодаря и мерам государственной поддержки, и благодаря той структуре перевозок, которая у нас есть, когда мы не опираемся на международные перевозки, как крупные аэропорты, мы прошли, я считаю, этот этап достаточно безболезненно. А всего сколько авиакомпаний обслуживает аэропорт и по каким направлениям они летают? Сейчас уже больше 10. Понятно, что это наши традиционные базовые перевозчики. Это авиакомпания «Якутия», авиакомпания «Полярные авиалинии». Это в основном внутриулусные перевозки, внутриреспубликанские. Также внутриреспубликанские перевозки осуществляет авиакомпания «Ираэро». На грузовые перевозки тоже на сходных воздушных судах типа Ан-26 также приходят авиакомпании из Центральной России. Что касается рейсов центральных, то это наши крупнейшие перевозчики «Аэрофлот», С-7, Уральские авиалинии. В этом году первый рейс запустила авиакомпания «Россия». Расширяется география полетов. Если раньше это была только Москва, сейчас у нас есть и Екатеринбург, и Санкт-Петербург, и Красноярск. Понятно, что и наши дальневосточные аэропорты — это Владивосток, Хабаровск. В общем, достаточно широкая география. Как нам кажется, мы сейчас покрываем практически все потребности пассажиров. Понятно, что в этом году из-за специальной военной операции аэропорты юга России не работали. А так, конечно, у нас были бы рейсы и в Анапу, и в Геленджик. Мы поговорили о прошлом, поговорили о настоящем. Предлагаю немного порассуждать о будущем. Какие перспективы развития нашего аэропорта? Главное нам сейчас закончить реконструкцию взлетно-посадочной полосы, чтобы она могла служить нам еще долгие годы.
в своем нормативном состоянии, то есть это 3400 метров, без всяких сокращений, чтобы у нее была достаточная прочность для приема тяжелых воздушных судов типа Boeing 777-300ER. Поскольку реконструкция идет, и она рано или поздно будет закончена, в этом плане мы в будущее смотрим с уверенностью. Кроме того, я вот уже вначале коснулся нашего международного терминала. Он был построен в 1996 году и, в принципе, уже морально устарел. У нас в планах реконструкция международного терминала по последнему слову техники. Примерно в 2024-2025 году мы ожидаем ввода его в строй. Он будет современный, хорошо оснащенный. У него будет телетрап, то есть мы не будем прилетать зимой из Таиланда и в такой в легкой одежде ожидать автобуса на перроне. Мы будем заходить как в российский терминал, так и в международный через телетрап. Этот проект уже проектировщиком разработан и на данный момент находится в главгосэкспертизе на рассмотрении. То есть там все двигается. Ну а как функционирует аэропорт в условиях закрытых границ? В каком направлении здесь планируете вести работу? Да, ну мы активно смотрим новости, смотрим, что меняется в мире. Как вы знаете, с 1 октября Таиланд отменил полностью все ковидные ограничения, и вот уже со дня на день полетят рейсы из Хабаровска, из Красноярска на Пхукет. Мы ожидаем, что постепенное открытие границ вернет нам тот объем международных перевозок, который у нас был. Это, вы помните, это была и Япония, и Китай, и Южная Корея. Были рейсы чартерные на Камрань во Вьетнам, и также в Таиланд были рейсы. Мы ожидаем, что постепенно границы откроются, и наш международный терминал даже до реконструкции, причем, кстати, тоже, что интересно, когда он будет реконструироваться, он все равно будет работать. Мы также будем принимать и отправлять как международные, так и местные рейсы, несмотря на то, что он реконструируется. Схема такая. Ну, пассажиры на это тоже очень надеются. Александр Александрович, еще раз поздравляем вас с юбилеем, с круглой датой, с 25-летием. Желаем, конечно же, процветания и развития нашему аэропорту. А вам спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Я хотел бы, тоже пользуясь случаем, поздравить всех работников аэропорта Якутск, да и всех якутян с этой круглой датой, с нашим любимым юбилеем нашего предприятия, аэропорта, с которым так или иначе все мы связаны. Будем работать. Всем спасибо. Поздравляю еще раз всех за работу. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.